Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения. В студии Улугбек Салимбекзаде. Ну и к основным новостям к этому часу. По словам экспертов, саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 17 сентября в Душанбе, станет поистине историческим. В ходе юбилейного заседания будут подведены итоги работы ШОС за 20 лет и намечены перспективы развития организации. За свою 20-летнюю историю ШОС превратилась в одну из самых влиятельных международных организаций нового типа, в уникальную региональную структуру, которая неоднократно доказывала свой универсальный характер в решении актуальных мировых проблем. Девиз председательства Республики Таджикистан в Шанхайской организации сотрудничества 20 лет ШОС – сотрудничество во имя стабильности и процветания. Тему продолжит Зумрат Файзиева. Предложение о преобразовании Шанхайской пятерки в региональную международную организацию, которая ныне известна как Шанхайская организация сотрудничества, было выдвинуто в Таджикистане. В Душанбинской декларации от 2000 года были заложены основополагающие идеи о целях, задачах и основных направлениях деятельности будущей авторитетной региональной организации ШОС. В дальнейшем, 15 июня 2001 года в городе Шанхае состоялась встреча глав государств, на которой было принято совместное заявление о присоединении Республики Узбекистан к Шанхайской пятерке. И на основе наработанного опыта в рамках Шанхайской пятерки главы Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан подписали декларацию о создании Шанхайской организации сотрудничества. За свою 20-летнюю историю ШОС превратилась в одну из самых влиятельных международных организаций нового типа, в уникальную региональную структуру, которая неоднократно доказывала свой универсальный характер в решении актуальных мировых проблем. В настоящее время членами Шанхайской организации сотрудничества являются 8 государств. Республика Индия, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан. В состав ШОС входят 4 государства-наблюдателя – Исламская Республика Афганистан, Республика Беларусь, Исламская Республика Иран и Монголия, и 6 стран-партнеров по диалогу – Азербайджанская Республика, Республика Армения, Королевство Камбоджа, Федеративная Демократическая Республика Непал, Турецкая Республика, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка. Общая площадь государств-членов ШОС составляет 34,3 миллиона квадратных километров и численность населения более 3,6 миллиардов человек, или 43,8% всего населения планеты. ШОС охватывает огромное пространство и широкий круг международного сотрудничества, который объединил Китай, Россию, страны Центральной и Южной Азии. ШОС является крупнейшей организацией в регионе и новой формой сотрудничества государств с точки зрения политического устройства, экономического потенциала и культурного разнообразия. Одна из особенностей ШОС заключается в том, что она охватывает различные направления межгосударственной деятельности. Другие региональные и международные организации действуют с учетом только одного аспекта, а именно являются либо политико-экономической организацией, либо структурой безопасности. ШОС – это комплексная структура, охватывающая различные политические, экономические, культурные, гуманитарные и другие направления, а также аспекты безопасности. В 2020 году председательство в Шанхайской организации сотрудничества от Российской Федерации перешло к Республике Таджикистан. В 2021 году в Таджикистане празднуется 30-летие государственной независимости. Наряду с этим город Душанбе проводит юбилейные мероприятия высокого уровня по случаю 20-летия образования Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, на протяжении 2020-2021 годов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества является лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Все мероприятия этой организации осуществляются под председательством таджикской стороны. Девиз председательства Таджикистана в ШОС – 20 лет ШОС сотрудничества во имя стабильности и процветания. В период председательства Таджикистана в ШОС запланировано проведение свыше 100 мероприятий. В настоящее время все внимание мирового сообщества и зарубежных средств массовой информации приковано к столице Таджикистана, городу Душанбе, который 16-17 сентября 2021 года принимает юбилейный саммит глав государств-членов ШОС.
Сегодня столица солнечного Таджикистана, город Душанбе, в праздничном убранстве встречает гостей. Высотные здания, в которых переплетаются восточный и европейский стили, площади, парки, фонтаны и цветочные аллеи являются достойным украшением Душанбе, превратив его в один из самых красивейших городов мира. Предпринимательство – двигатель экономики. Доля частного сектора в валовом внутреннем продукте Таджикистана составляет более 70%. Правительство страны расценивает вклад предпринимательства в национальную стратегию развития на период до 2030 года как ведущую силу устойчивого экономического развития, как главное средство обеспечения национальных целей и создания на этой основе условий для достойной жизни народа. О развитии частного сектора в стране расскажет Карим Айдар. В настоящее время для развития различных социально-экономических сфер страны реализуются 70 государственных инвестиционных проектов на общую сумму около 40 миллиардов самани. Только в 2020 году было подписано 29 инвестиционных государственных соглашений на сумму 10 миллиардов самани. С 2013 года до сегодняшнего дня правительство страны с отечественными и зарубежными компаниями подписало 17 соглашений по прямому инвестированию, в рамках которых созданы 15 новых производственных предприятий на общую сумму более 10 миллиардов самани, благодаря чему более 7 тысяч жителей были обеспечены постоянными рабочими местами. В стране принимаются меры по созданию металлургических горнообогатительных предприятий, а также предприятий по переработке цветных и драгоценных металлов до конечной продукции. Развитие машиностроительной, текстильной, пищевой и фармацевтической промышленности. После обретения независимости политика государства в сфере промышленности коренным образом изменилась. Основное внимание стало уделяться укреплению производства и экспорту готовой продукции путем внедрения новых технологий, широкого использования источников местного сырья, его полной переработки и всестороннего использования трудовых ресурсов. В результате этого только за последние 5 лет внутри страны было произведено импортозамещающей продукции на общую сумму более 44 миллиардов самани, что способствовало резкому снижению зависимости продовольственного рынка от импортирующей продукции. Целью постепенного увеличения объема производства конкурентоспособной промышленной продукции ускоренная индустриализация страны объявлена 4-й национальной целью. В стране принимаются оперативные и конкретные меры с целью обеспечения развития фармацевтической промышленности и подготовки специалистов, наделенных способностью использования современных фармацевтических технологий. Таджикистан обладает богатыми запасами различных минералов, таких как черные, цветные, драгоценные, редкие металлы, самоцветные и декоративные камни, уголь, объем которых составляет сотни миллиардов самани. В настоящее время в Таджикистане открыты и изучены более 600 рудников и 800 месторождений, в которых имеется более 60 видов минерального и неминерального сырья. По словам специалистов, в 1991 году в стране было зарегистрировано всего 358 промышленных предприятий. Только в 2020 году были построены и сданы в эксплуатацию 300 новых промышленных предприятий и цехов с более чем 6500 рабочими местами. В результате в прошедшем году количество промышленных предприятий достигло 2274, и в соответствии с намеченными планами в течение 7 будущих лет их число будет доведено до более 3500, то есть развитие будет составлять более 54%. Карим Хайдар, Дилшод Хушвахт, телевидение, Таджикистан. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами и до встречи.